Держим! Держим! Ладах всього світу, лізних сонця і серць малих над Білорусяй, тихай і вітле розсип проміння своїх хвали. Дай скору праці у дённай шэрай на хлеб штодзённы народны край, павагу, сілу і велічэй у нашу прамову прыйшлась дай. Ну и вот, держали и не удержали. Они все-таки прорвались. И первое, что сделали, видите, выгнали операторов государственных телеканалов. А потом объяснили, почему это сделали. Яны провели свои так званые выборы. Хлусили, примушали, увесь час фальсификовали, потом объявили свои лишбы. Мы смеемся над этими лишбами. Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко вот уже много лет подряд постоянно беспокоят враги. Это беспокойство, проникая в его тонкую психику, но что поделаешь, такая работа, порождает в ней проблемы, в которые приходится не просто вникать, вгрызаться, а это отвлекает от главного, от думы о счастье народа. Вот и сейчас, видите, это он о нем думает. Он ведь сам признается, что всегда думает исключительно об этом. О, похоже, придумал. Ведь на самом-то деле все просто. Президент вступает в должность в 3-й раз, а лучше бы вообще навсегда. И вот оно, всенародное счастье. По замыслу произойти это должно на Октябрьской площади, главной площади столицы. Все по протоколу и в полном соответствии с цветами государственной символики. Зеленые кресла для чиновников, а красная дорожка и должность для президента. Беда лишь в том, что площадь эта оказалась занята. В этот вечер, сразу после выборов, сюда пришли те, кто знали точно, как голосовали они сами, как голосовали их родные, друзья, знакомые, сослуживцы. И многие были абсолютно уверены, что они победили. Но оказалось, что то, что они знали наверняка, никак не совпадает с официальными цифрами. А по этим цифрам выходило, что Александр Лукашенко будет править страной еще 5 лет, как минимум. Вы ж бачите, кто керує нами. И мы уже стомились
от того произвола, который 12 годов уже идет в нашей краине. На площади была в основном молодежь. Куда ни глянешь, всюду джинсы. Это у молодых символ свободы. Так мне объяснила знакомая, студентка университета Даша. Я точно знал, что она где-то здесь. Но найти ее в этом море людей было немыслимо. Встретились мы с ней только через пару недель. Рано-рано утром, когда ее выпустили из тюрьмы, и она заскочила ко мне отогреться и привести себя в порядок. Ты вообще мерзлячка? Так на кой ляд ты поперлась на площадь в такой холод? Столько дней, столько ночей. Я прийшла паглядзець. Прийшла паглядзець, таму што не верыла ўвогуле, што нехта прыйдзе. Я чамусьці у наш, як бы у наш народ, мы такія ўсе талерантныя, такія ўсе такія нейкія спакойныя, такія абсалютна. Асабліва вось людзі ў правінцыях, якія нічога не ведаюць, што адбываецца. Ім увогуле ўсё роўна. Люди в провинции – самый надежный электорат. Даша даже не представляла себе, сколько нужно заботиться о всенародном счастье, чтобы воспитать свой народ именно таким. Здравствуйте, что вы это самое снимаете? Что вы делать нечего больше? Ну что вы такая злая? Я злюсь, потому что такая жизнь. От пенсии до пенсии живешь и не знаешь как. Я вон сижу, только успеваю стирать-то, мыть. Никто ничего не помогает. Вся улица они пенсионеры и бабы-одиночки. Вся улица, вот Вся один улица. дед это, один дед. Очень часто нет ни света, ни воды. Ну что я могу? Куда писать? Что письмо я написала? Думаете, этому Лукашенко туда попадет это письмо? Хотя он говорит, что оказывать помощь на селе, да все. Никто никуда ничего. И никто не приезжал, и никто ничего не говорил, и ничего. Неправда. Вам же обещали провести сюда газ. На черта мне газ, леса хватаете у меня. Буду я платить за газ. Это за $1500. Где Слухай, подожди, я поглядел, эта печка стоит, так? Там в магазине, 600 тысяч. Во. Газовая печка. Надо 3 месяца жить Ты и все не не куплять. получаешь. Удивлению моему не было предела. Оказывается, в Беларуси есть оппозиционная деревня, недовольная нынешней властью. Пенсии у нас малые. Ниоткуда никто никогда копейки нам не дал. Никакое государство нам ни помощи не дает. Никто им не помогает, но зато к каждому дому этой деревни из столицы тянутся провода. Радиосеть, радиоточка. Ее в народе называют брахучка. Она работает безотказно и с утра до ночи вещает о наших успехах и о том, как плохо жить при демократах на Украине, в Литве и вообще повсюду. Это же и у нас хочет сделать, тоже это демократия, это, понимаете, тоже нужно, да. А не нужна демократия? Конечно, не нужно, на черта нам надо. А что надо? Ничего нам не надо. Мир надо нам. Нам надо мир, как хорошо, и все. А телефон? Телефон надо, конечно. надо обязательно. Телефон надо, да, телефон надо. А ну-ка Лукашенко ж не виноват Праги. Он не знает. Ну а хто знає, хто йому пише? Ми ж не грамотне написати, я не можу. А Телефона і того не можуть. 18 год стою на очередь, нет. А почему не могут? Нема у їх ресурсів. Ось така картина у нас. А за Лукашенко я ногами, руками голосувати буду, як буде. Что, ни света, ни воды, а все равно за Лукашенко? За Лукашенко, да. Я за Лукашенко. Я люблю его. Он справедливый, ему некому помочь. Будет он до смерти у нас, это имба. Ну, Это кого-то имба, не всё. устраивает. Век не было и не будет такой жизни, как теперь. То есть хорошая жизнь. Конечно, хорошая. Тільки що вот тут на деревні не глядять нас. От, або що роблять. Парадокс. Наслушавшись брахучки,
Они думают, что во всей стране хорошо, а только у них плохо. А не хотелось бы пожить, как в Европе, в Америке? Ага, Америка нам, нахуй нам та Америка. Да, это такие настоящая оппозиционная деревня. Но в оппозиции не к власти, а вообще ко всему новому и непонятному. Мы снимали до самого вечера, не хотелось уезжать, даже в Америку. Иди скорее фотографироваться. Здесь действительно живут удивительные люди, обстоятельные, трудолюбивые, возделывают свой клочок земли, заново отстраивают разрушенную раньше церковь, слушают только радио, а иногда, когда есть свет, смотрят белорусское телевидение. Еще в начале своего правления президент сообразил, что телевизор – это электрический прибор, предназначенный для выращивания правильного электората. И вот уже больше 10 лет Лукашенко на экране, по всем каналам и только он. Это архивные кадры. Сегодня каналов еще больше, ну и Лукашенко, соответственно, тоже. Он и только он объясняет электорату все. И про нас, и про пресловутый Запад. Я проехал весь мир. Я видел Европу. Все сжато, все задымлено, все грязно. Люди трутся один от другого, толкают. Тяжело жить людям там. А здесь, в центре этого хаоса, душа радуется. Правда, радоваться душе мешают мерзкие газетенки, которые пишут не о чем надо, а о чем хотят, из-за чего однажды даже вышли с белыми пятнами. Это когда они попытались напечатать запрещенный доклад о коррупции в президентской команде. Тогда, 10 лет назад, эти обнаглевшие засранцы устроили ему громкий скандал. А скандалы Александр Григорьевич любил устраивать сам. И, возможно, поэтому решил вообще закрыть эту независимую прессу и показать всем, а что такое настоящий скандал. Это газета «Народная воля». Единственная в стране, ежедневная и независимая. Ее к выборам закрыть не успели, но зато запретили подписку и продажу в торговых точках. Остроумно. И чтобы вы это оценили, я воспользовался скрытой камерой. А народной воли нет у вас? У нас ее не бывает. Как не бывает? Запретная газета. В смысле чего? Ну, нам запретили. Извините. Будьте любезны, народную волю дадите? А где ее взять? Как? А где ее Что, взять? нету? Нет, конечно. А народная воля у вас есть? У нас не бывает народная воля. А где можно взять? Вот так в домах белорусов исчезала неправильная, вредная точка зрения. Наступила эра полной ясности. Ясность поперла бурным потоком по всем государственным телеканалам. Я люблю их попереключать. Главная мировая новость сегодняшнего дня. Единственный в мире играющий президент. Ну, тренироваться надо. Уже традиционно первый газовый факел зажег президент. Да, газ – это хорошо. Зрелище было захватывающим. Александр Лукашенко лично сел за руль самого большого в мире самосвала. Президент побывал в лаве. Александр Лукашенко внимательно следит за всем циклом работы в забое. Там, где огромной фрезой срезаются пласты сельвенита. Согласен, все президенты любят передачи про народных любимцев, то есть про самих себя. Но у нашего редкий дар. Такое при этом сказануть, чтобы уж точно, ни с кем не перепутали. Вот гляньте. Да, как-то не густо с женскими деловыми костюмами и вообще с деловой модой у нас на рынках. Что? Неужели нет хорошей женской одежды? Нету. Проблема. И что тут за неразрешимая проблема такая? Пошить красиво. Кто сегодня, Сергей Сергеевич, мешает нашим великим руководителям концернов, извините мне, украсть эти лекала за рубежом и шить здесь, в Беларуси, женскую эту одежду? Сергей Сергеевич – это наш премьер-министр. Желания, наверное, нет. Так дальше продолжаться не может. Мы это можем сделать.
Ну, конечно же, можем. И украсть, и отобрать, и обмануть. Вот посмотрите, как по белорусскому ТВ показали тот самый вечер после выборов. Ту, нашу площадь. Голубой Майдан в центре Минска получился не таким, как обещали вожди оппозиции. Едва набралось 5 И это при том, что более 1000 составляли журналисты, наблюдатели и зеваки. А вот это уже наши кадры. Видите, здесь людей несоизмеримо больше. Обманули на десятки тысяч и хоть бы хны. Как бы ни посчитали, мы с вами будем жить в другой стране. В стране, которая свободна от иго, свободна от диктатуры. Это кандидат в президенты Александр Козулин. О нем я еще расскажу. Долой поганую нечисть! Свободу для нас ніхто спинить не зможе, бо разом ми, і ми переможемо, що ми это мириться будем. Вообще, наше телевидение как морской бинокль. Цифры достижений увеличивает, а число недовольных и протестующих уменьшает. Оптика. Я так думала, что люди побоятся выходить, и там, ну, не будет там больше 300 человек, не будет. Але я бачила, что есть еще люди, и их шмат, и все такие, все с энтузиазмом таким, все, ну, незалетные. А менавіта, ось, як сказала дівчина, потім там на суді, сказала, я незалетная, я ідейна. Ось там такі були, там було шмат. На площади действительно было много идейных. И это настораживало. Ибо идеи этих идейных не совпадали с официально утвержденными. И спецслужбам приходилось трудиться в поте лица. Вот обратите внимание, носители вредных идей пытаются пронести на площадь палатки, чтобы разбить палаточный лагерь. А носители правильных идей, те, что в штатском, в черном, эти палатки пытаются отнять. Долой придурковатую диктатуру! Сейчас на ваших глазах на площади проходит борьба идей. А это секретный оператор секретного телевидения. Секретно наблюдает, секретно фиксирует и уж совсем секретно показывает, кому следует. И он не один. Вот гляньте, там наверху. Тоже наблюдает. История наблюдателей в стране началась за много лет до описываемых событий. Поэтому совсем не случайно в Минске, в самом центре, красуется здание КГБ. Также не случайно и то, что прямо напротив стоит обгаженный голубями и другими оппозиционерами создатель КГБ Феликс Дзержинский. Не сам, конечно, памятник. Это он следит за своими птенцами. Железный Феликс прекрасно виден из окон белорусского КГБ, и чекисты тоже послеживают за ним. Они бы только этим и занимались, если бы не эта треклятая государственная безопасность. Наблюдение за ее несоблюдением так ужаснуло председателя КГБ, что он даже собрал пресс-конференцию прямо накануне выборов. Ну а чтобы опять не последовали обвинения в наш адрес в очередной провокации, предлагаю посмотреть признательные показания одного из боевиков, прошедшего обучение в спецлагере, расположенном, по его словам, на территории Грузии, и другие сюжеты. Пожалуйста, Владимир Николаевич. Становилось все интересней. Заявляем органам государственной безопасности о том, что нас готовили для дестабилизации обстановки в Республике Беларусь, то бишь, ну, допустим, чтобы отравить население, надо было словить крысу или мышь, убить ее и кинуть в ведро с водой. В течение 2 недель она там лежит, разлагается, вода получается отравленная. И влить ее в систему водоснабжения. Предъявленные чекистами вещественные доказательства неопровержимо свидетельствовали о том, что, о ужас, на поимку дохлых крыс и другие не менее злостные диверсии Госдепартамент США выделил бешеные деньги и 1 газовый пистолет. Уважаемая пресса, это не попытка запугать народ накануне
выборов. Это реальная теневая сторона готовящихся событий и предупреждение всем обманутым и втянутым авантюристами от политики в жестокий розыгрыш, который их ожидает 19 марта. Чудом спасшийся от дохлых крыс белорусский электорат узнал и своих главных врагов, независимых от власти наблюдателей. Они вооружились до зубов мобильными телефонами и нагрудными значками, чтобы нагло наблюдать за выборами. Вот один из них дает признательные показания. За период его участия в партнерстве я занимался подготовкой долгосрочных и краткосрочных наблюдателей по городу Минску. Николай занимался координацией работы по наблюдению по всей республике. И если кто-то считает, что наблюдение безобидно, то это далеко не так. Ведь совсем недавно именно эти правдолюбцы морочили весь мир, доказывая, что референдум о праве Лукашенко переизбираться президентом всю жизнь – сплошная туфта. Вот они и оказались во внутренней тюрьме КГБ. Тюрьму эту называют американкой. Говорят, чекисты мечтают посадить сюда всех американских шпионов. А пока она сгодится и для наблюдателей. Возиться с ними хлопотно, лучше сразу посадить. Пара лет тюрьмы – это ведь не смертельно. Еще одного правдолюбца, лидера молодого фронта Пашу Северинца, арестовали заранее. И вывезли его под конвоем за город Полоцк, в поселок Малая Ситна, на лесоповал. Традиционное занятие всех советских зэков еще со времен репрессий 30-х годов прошлого века. Все за тот же референдум. После того, как он приперся с такими же отморозками все на ту же Октябрьскую площадь протестовать против всенародной подтасовки. Присудили Пашу 2 года исправительно-трудовых работ. Ничего, пусть повкалывает, поживет в бараке под неусыпным надзором, подальше от соратников. Я распытваўся у бабулі, дзе тут ёсць царква, а яна кажа: а мы не ведаем, напэўна, ў Полацк трэба ездзіць. Я кажу: а чаго ж вы не ведаеце? А мы ў царкву не ходзім, мы ў Бога не верым. Я кажу: бабулька, вы ў Бога не верыце, а Бог ёсць. Яна адказвае: ёсць, унучак, ёсць, мы не проціў, толькі мы ў яго не верым. Да, он попал в настоящую глубинку, где знают, что Бог есть, но в него не верят. Знают, что у них жизнь кошмарная, но верят, что везде вокруг хорошо. Тут пытанне не толькі ў пратэсным настроі. Стваральнага настроя тут дамагчыся вельмі складана. Пратэсныя настроі высокія, а надзеі няма, все по замкнёным коле крутится. А если они поверят тебе, что нужна свобода, чтобы жить лучше, и добьются этой свободы, что-нибудь изменится? Натуральна, што тады прэзідэнт сам будзе прыязджаць у Малую Сітна і прасіць, каб за яго прагаласавалі, і абяцаць Малому Сітна панізіць падаткі, значит, на нейкую іх вытворчасць альбо павысіць адлічэнне ў іх мясцовы бюджэт. Тады, можа быць, за яго і прагаласуюць. Натуральна, што такая мясцовая ўлада сённяшняму рэжыму не патрэбна. Натуральна, што сённяшні рэжым зробіць усё, каб людзі не былі гаспадарамі на сваёй зямлі. Каб прэзідэнт прыязджаў у Полацк, тут ён не быў ні разу 12 гадоў. Миленкевич сюды прыехаў. Миленкевич? А, конечно. Ты притащил сюда Миленкевича? И что? Миленкевич вельмі разумна сябе паводзіў, ён не казаў, ён слухаў. Ён слухаў, ён вставляў кароткія рэплікі, кшталту трэба меняць ситуацию, трэба рабіць, трэба... И поскольку мы с Пашей заговорили о Миленкевиче, то я сразу должен вас предупредить. Этого врага народа Александр Григорьевич, возможно, впервые увидел только на торжественной регистрации кандидатов в президенты. Вот слева это председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина. О чем она шепчется со своим замом, мы не знаем. Это знает только КГБ. У них аппаратура лучше. Но то, что этого выскочку Александра Миленкевича нужно сразу поставить на место, она сумела показать даже тем, как вручала ему удостоверение кандидата. Вот посмотрите. Это посвящение
кандидатов в президенты Республики Беларусь. Сейчас мы найдем посвящение вашего. Миленкевич Александр Владимирович, прошу пройти. Нашла. Могла бы и не найти. Хотя тогда это не было бы похоже на демократию. А так нашла. И более того, даже предоставила слово Миленкевичу. О чем, правда, потом, возможно, и пожалела. Шановне господарство, рішення об уділі у президентской кампании для меня и моих коллег было нелегким. Нелегким, потому что у нашей краине зникают оппоненты улады. Потому что у нашей краине есть политичные вязни. Ликвидуются шматликие громадские организации, незалежные профсоюзы. Фактично ликвидована незалежная пресса. Умовы для проведения політичної боротьбы вельми нелегкие. Еще бы ему легкие условия. Ведь Миленкевичу-то ни в коем случае нельзя дать развернуться. А вдруг победит? Тем более, что наверх, небось, уже доложили, что в Малом Ситно получился полный прокол. И как здесь приняли Миленкевича, когда он приехал? Миленкевича приняли цікаво. Некалькі чалавек насмеліліся застацца ў зімабытоўцы. Большая частка альбо стаяла наводдалі назірала, альбо схавалася проста. Але пасля таго, як Миленкевич паўгадзіны паразмаўляў з гэтымі некалькімі людзьмі, яны хадзілі ў героях там пару месяцев. А это уже совсем анекдот. Судите сами. Арестанта-северинца ссылают в медвежий угол, но чтобы не лез в выборную кампанию. А он привозит туда оппозиционного кандидата, да еще проводит предварительные выборы, как теперь говорят, праймерис. Ад двери до двери я прайшоў усё Малое Сітна. І, в принципе, з гэтага я зрабіў основу, хто як будзе галасаваць. То есть у кожнай хаце быў уручаны Миленкевичу гэты буклетик, праведзеная лёгкая тлумачальная праца, былі нават праймерис праведзеныя ў Алёшчы. Все голосовали таемно, але пасля того, як 70% на праймерис фактично выступили за Миленкевича, по вёсцы начала пошираться чутка, что наша вёска за Миленкевича. Был бы Паша Северинец один, еще полбеды. Но ведь есть и другие. Вот гляньте, они готовы бороться за власть. И почему-то не боятся президентских охранников. Но вернемся. Послушаем дальше. Якої свободи хочуть люди? Люди хочуть свободи особи. Яны хочуть свободи сумлення, свободи виказування. Люди говорять об необхідності свободи інформації. Яны кажуть об тим, що необхідна свобода економічної діяльності. Але частей за все люди кажуть об тим, що яны хочуть визволитися від тотального страху. Як казав кадісті Костусь Каліновський, не люди для урада, а урад для людей. Я клянусь, что зроблю разом со своими сябрами усё, каб у Беларуси была и свобода, и правда, и справедливость. Великий дякую. Я хочу напомнить вам о особой ответственности кандидатов в президенты за все сказанное. Да уж, за правду Миленкевичу придется ответить. И за свободу, а особенно за справедливость. И, конечно, еще и за то, что его встречала не только инициативная группа, но и супруга. Они что, намекают на проблемы президента с женой? Что там все не как у людей? Если вам нужна первая леди, то вы избирайте их. Они вам и леди приведут, и еще кое-кого приведут. По телевизору это показали прямо перед выборами. Я здесь не образец для подражания. Это знают все. И бедная была бы та женщина, пусть даже супермодель в мире, которая бы жила с президентом Беларуси. Вот те раз. Президент разнервничался. Похоже, ему уже доложили про прокол в Малом Ситно, в глубинке, где все были за него, только пока не увидели другого претендента. Треба змагатися за людей, за тих людей, що живуть у регіонах, у Менську, казати їм правду, і це наша головна мета. Ми прийдемо до їх. И поглядите на этих нахалов, еще и улыбаются. Ничего, ничего,
Ведь давно известно, что в конце концов улыбается не тот, кто голосует, а тот, кто считает. А до чаго тут даводзяць маніпуляцыямі, ясна вось гэтай караценькай гісторыі. Да мяне прыязджае за тыдзень да выбараў прадпрымальнік з Полацка, гаворыць: Паша, дадзены загад па вашым сельсавеце даць 95%. Я спрачаюся, кажу, не можа быць, у нас за Міленкевіча галасуюць ужо больш 100 чалавек. Паша, паглядзіш, 95,0. Вот так и получились те самые цифры, из-за которых люди вышли на площадь. Через день после выборов, утром, минчане обнаружили, что в центре города на Октябрьской площади стоит палаточный лагерь. Лагерь тех, кого не сумели обмануть. Когда я 20-го почула, что там заставались люди на ночь, такой мороз, мне подалось, что этим людям можно просто помник ставить. Там же, на Кастрычніцкай, там же просто. Потому что это, ну, такие, на самом деле, такі великие вельми машины. Потом засталася сама, и неяк у меня такое адчуванне было, что, в принципе, ничего складанага, калі ёсць як бы сэнс и ёсць нейкая надзея на тое, што магчыма ўсё ж таки штосьці зменіцца. Они простояли всю ночь, и очень хотелось спать. А утром они постановили назвать Октябрьскую площадь площадью Калиновского. Костусь Калиновский – человек-легенда. Он мечтал о свободе и боролся за нее 1,5 века тому. Хотя, наверное, дело не в Калиновском. Просто эти ребята любят свою страну, ее язык, культуру, историю. И хотят, и мечтают, и надеются видеть свою страну совсем не такой, как сегодня. И им, как и всем, кто живет надеждой, нужен достойный герой для подражания. Мы много говорили об этом с Дашей. Я очень хотел понять, на что они все надеются. Знает ли она, в какой стране они хотят жить? Мне здаецца, каб зрабіць вось тую краіну, якая нам трэба, патрэбны яшчэ адзін Каліновскі. Потому что гэта, мне здаецца, гэта быў насамрэч чалавек, які здолеў павесці за сабой вельмі шмат людзей. І шляхту, князёў, дваран, насамрэч вельмі моцных і разумных людзей. Каб здолець стварыць нешта яшчэ новае, без не то, што зараз гэта за Беларусь слушай бацьку, а насамрэч колькі нашим навукоўцам прыходзілася даказваць, што ёсць такая беларуская мова, што мы не северо-западны край, не ўсходні крэс ні ў якім разе. Што гэта асобная культура, асобная мова, асобная нацыя. Гэта, мне здаецца, ідзе вось з глыбіні вякоў. Было холодно, но они стояли. Их согревали вредные идеи и провокационное знание истории своей страны. А Александра Григорьевича это их знание не грело. Просто он хоть и историк по образованию, но, по-видимому, учил какую-то другую историю. Это ж было тогда все. Почему мы отказываемся, как Ленин говорил, от этого великого наследства? Чего мы стыдимся? Но мы жили в том государстве. Из Скорина был не только белорус, он жил и в Питере, и творил там. Это наш Скорина. Россияне с гордостью о нем говорят. Конечно же, не все обязаны знать, что великий белорусский просветитель Франциск Скорина умер за 150 лет до того, как вообще был заложен первый камень в Петербурге. Но на площади это знают. И уверены, что уж президент Беларуси про Скорину мог бы знать поточнее. Поэтому самый популярный лозунг на площади был простой – «Достал». Я, простите меня за это слово, откровенно скажу, немножко помешан на этом образовании. И, наверное, именно поэтому у главного проспекта столицы имя Франциска Скорины он президентским указом отобрал. Это позор, вы послушайте. Как можно было, Александр Григорьевич, оттолкнуть от себя таких выдающихся писателей, как Василий Быков? Василий Быков
Действительно, я на его стихах, произведениях учился. Я ему ничего плохого не пишет сделал. прозу, Александр Григорьевич. Он не пишет сделал. прозу. Да, и стихи тоже. Не стихи не писал. Да, но вы мне расскажите о Василе Быкове, который в школе учил и неплохо учил. О том, писал выдающийся белорусский прозаик Василий Быков стихи или нет, мы узнаем от самого Василия Владимировича. Сохранилась его давняя беседа с близким другом Олесем Адамовичем. А поэзію любив? Ні. Тяги у мене не було абсолютно ніякої. Значить, і сам не писав? Ні, не писав. В общем, мир сошел с ума. Не тогда умирали, не там рождались, не за то боролись. Все перепутали. Уже и стихов они, оказывается, не писали. Умники. От всего этого страну надо было спасать. Нам надо новые учебники. Хорошие новые учебники. Мы взялись за создание этих учебников, и прежде всего там, где наши националисты потоптались. В истории, особенно по русскому языку и так далее. Но чтобы спасти страну от разрушительного воздействия этих умников, надо сначала уберечь от всей этой путаницы свой внутренний мир. Вы знаете, я вам честно скажу, что я сейчас книжек мало читаю. Я их просто просматриваю. «Война и мир» там, и так далее. Когда я увидел, как они создаются, и какой там художественный вымысел, беру в кавычки, это ваши слова, я тоже потерял интерес. Конечно, не все президенты блещут эрудицией и образованностью, но наш и здесь уникален. Он не просто прокалывается, он наступает, атакует. Зачем ему это, мы еще поймем. Вот говорят, здоровье главное. Необразованный, здоровый человек – это здоровый дурак, я грубо говорил. Просто здоровый дурак. А здоровый дурак опасен для общества. Очень скоро я убедился, что и на этот раз Александр Григорьевич прав. Это когда на площади появились умные, здоровые и высокообразованные. И вам не стыдно снимать? И вам не стыдно снимать вот это вот говно, простите? Какое детей собрали, нищие детей собрали, дают им копейку. Нормальных людей здесь нет. Нет, работать не хочешь. Стыдно смотреть по телевидению, вот за это безобразие. Вот. И они еще что-то хотят нам доказать. Брали всех мусор. Отморозки. Все облезлые, все. А им уже не могу на что смотреть. То ли дело вот женщинам, вот стоит. Кровь с молоком. Они дебилы, какие перчицы, они дебилы. Дерьмо. Их купили с потрохами. Предатели. Это все предатели. Откуда вы? Откуда? Дайте я посмотрю, кто вы. За чьи деньги их кормят? Дайте мне посмотреть, кто вы, что вы тут снимаете. Пьяные молодежь собрали, с дурдома повстречали, подавали им долларов на 10. Бесстыжие. Америка тут долларами хочет всех купить. Почему она нас не купит? Честно говоря, я сразу не понял, откуда на площади так внезапно в одночасье появились эти люди. Но давайте присмотримся внимательнее. Там, возле милиционеров, стоит мужчина в штатском. Вот он идет к этой группе. Проследите за его правой рукой. Вот сейчас. Внимание. О! Это он дал команду уйти, и группа послушно уходит. Оказывается, ими управляют. Они здесь на работе. Мы хорошо знаем, что означает такой жест. Диалог закончен. Дальше вступает грубая сила. Здравствуйте, товарищи! Плохо. Еще раз. Опоздали. Еще раз тренируемся. А последнее слово главнокомандующий Патека. Как что, как это, начальник объяснить не успел. Потому что как раз в этот момент и прилетел главнокомандующий. Прилетел как это. Ну, как главнокомандующий.
шире лампасы у главнокомандующих, даже не совсем помешанных на образовании, тем лучше они понимают, что сила всегда используется в направлении главного удара. Вот вам и вся война и мир. Эти говнюки с площади хотели справедливости? Пожалуйста. Вот смотрите, написано «Справедливость». И кто в дамках? Их справедливость или крепкие лбы спецназа? Все откосили от армии. Там бы хоть мозги прочистили. Всех в армию, Леонид Семенович. Леонид Семенович – это министр обороны. А это армия. Ее задача – устрашать врагов и поднимать настроение главнокомандующему. Даша, а тебе было страшно? Страшно было, тады пустили слух, что на нас идут войски. Первое, что я подумала, будут бить. Неприемно. И пошла разносить горбату там. Горбата – это по-белорусски чай. Холод в те дни стоял собачий, палатки почти не грели, и единственное спасение – это горячий чай, кофе да поплотней поесть. Поэтому на площадь со всех концов города несли идеологически вредные продукты несознательные минчане и чудом прорвавшиеся гости столицы. И с этим надо было что-то делать. Вот видите, вообще обнаглели. Привезли продукты на машине. Но, слава богу, эту провокацию удалось пресечь. Вот так они и стояли, как в осажденной крепости. Вот, арестовали девчонку, но начальник, вот этот с рацией, увидел, что его снимают, и от греха подальше в сторону. Пусть, мол, отдувается подчиненный. А тот тоже не дурак. Ему это надо? Девчонка сначала растерялась, но потом сообразила, что ей повезло, и рванула туда, где написано «Свобода». Вот так в лагерь все же изредка попадали продукты. А вот эти не видят, что их снимают. Поэтому проводят обыск по полной программе. Ищут еду. По закону вроде нельзя, но при чем здесь закон? Это у тех закон, а у этих приказ. Приказ ведь выше закона. А это уже кинохроника. Другое время, и форма у военных другая, да и люди одеты иначе. Но у них тоже отбирают еду. Это кадры из фильма Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». Вы спросите, при чем здесь фашизм и эти жесткие параллели? Очень даже при чем. Дело в том, что о фашизме и роли фюрера в истории Германии у нас с Лукашенко давний заочный спор. Михаилу Ильичу Рому я посвятил свой фильм «Обыкновенный президент». В нем я процитировал известное высказывание Лукашенко о Гитлере. Александр Григорьевич поразил тогда всех своими откровениями. Вот послушайте еще раз. История Германии – это слепок истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Я подчеркиваю, что не может быть в каком-то процессе или в каком-то человеке все черное или все белое. Есть и положительное.
Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Ведь немецкий порядок формировался веками. И при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Это интервью даже передали по белорусскому радио. Я сам его слышал, да и не только я. Но неожиданно в программе НТВ «Герой без галстука» Александр Григорьевич отказался от этих своих слов. Якобы Лукашенко когда-то похвалил Гитлера. Вот я об этом говорил. Это абсолютная глупость в Беларуси. Если бы я это сделал, я бы уже, наверное, давно президентом не был. Обычная фальсификация, фальшивка, самая настоящая, сфабрикованная в Польше при содружестве нашей оппозиции, ЦРУшников, и переброшенная сюда. Меня тогда даже мороз по коже пробрал. Ну неужели на белорусское радио пробрались агенты ЦРУ? И мнения в обществе тогда разошлись. Кто говорил, он это заявлял, а кто говорил, нет, не заявлял. Что я не заявлял? Я о Гитлере говорил. А, значит, все-таки говорил. И что конкретно? Ну, фашист был у власти. Ну, идиот самый настоящий был у власти, который уничтожил столько народа. Но объединили нацию. Объединили путем жесткой власти на этом этапе. Результат дало. Поэтому не надо упрекать меня в том, что мы хотим иметь в Республике Беларусь серьезную, жесткую власть. Вот так. Как говорят в народе, если вчера ты говорил одно, а сегодня другое, то коли ты брешешь. Справедливости ради следует сказать, что жесткая власть жесткой властью, но ведь была попытка поговорить, переубедить этих недоумков, показать им не только силу лбов, но и превосходство в интеллектуальной дискуссии. Господа вот этого, что собрались, да? Ну, я не знаю, может быть, половина. Половина. Но я думаю, даже половины нету. Те, которые вот... типа идеи. Но идеи нету. Какая идея может быть? Если 82,6 проголосовали за господина Лукашенко. Но нервов не хватало. А ты выйди сюда, сучонок! Выйди сюда, нахуй! Не хватало и слов. Какая провокация? Я просто разобью ебальник и все, блядь. А вот эти вот подонки, да? Я не знаю, я лично положил бы. Ну, относительно благородно. Относительное благородство так и перло из активистов и агитаторов-добровольцев. Стране заебало, что творите здесь. Ты лицо свое закрой, нарушитель, хуй. Дискуссия была в полном разгаре. Я вообще сторонник диалога. Что я иногда создаю ситуации, где сталкиваются различные точки зрения, только в столкновении различных точек зрения, только с разных позиций можно выработать единственную, а может и не единственную, но правильную линию поведения. Правильная линия поведения вырабатывалась с трудом. Но, как говорится, пера аспера ад астра, через тернии к звездам. В этот момент площадь решила, что блюстители порядка наконец вмешались. Слышите, кричат: «Милиция с народом!» Милиция не с народом! Да, конечно, нет. Это они просто уводят своего от греха подальше. Да, с кем приходится работать? И можно только посочувствовать Александру Григорьевичу. Но что поделаешь? Других ведь нет. Роста на розстанях країн, ранить думки шляха брани, прагне серце родний ямястин, и родимый образ оживая растревоженою раной, и родимый образ оживая растревоженою раной.
Ляхи мястэчак, стрэхі вёсак, вежы замкаў і палацаў, гонкі грамах, звонкі адгалосаў. Клічуць да сябе, бо немагчыма з гэтым краем развітацца. Клічуць да сябе, бо немагчыма з гэтым краем развітацца. Зноў залунае наш тадар, полыхне в ночи пожар, и походною трубой зноў покличе нас с тобой на мужный бой. Моя родима, край один, да яго звыкнання, шлях вяртання, шлях змагання. Тое, что вы стоите тут, это сведчыць про то, что в Беларуси есть еще одна весна, и будут самые весны. Дякую вам велике. Доброй раницы всем. Ничего, вот вы что хотите, то делаете, а что вы полностью провалились, поэтому на вас и ничего. Вот что вы, как вы выкрутитесь Я с этого не считаю, положения? что мы провалились. Как это? Страна Но если активизировалась люди очень проголосовали против вас, почему же вы так себя ведете? А как нужно вести? Никак, раз вы проиграли, вы честно должны уйти, не позорить нацию. А я не проиграл. Вы проиграли. Я не проиграл. Они сфальсифицировали абсолютно. Вопрос, кто победил и чем все это кончится, в те дни был самым актуальным. Люди обсуждали это по старой привычке на кухнях и ждали, удастся этим, которые на площади, выстоять или нет. И видели, что их мало. А тех действительно было мало, особенно по утрам, когда надо было уходить на работу или на занятия. Но с другой стороны, если их было мало, то зачем так много спецвойск стянули со всех концов страны? И зачем вся эта новая амуниция? Кованые сапоги, шлемы. А вот обратите внимание, новинка, боевые перчатки. Это не перчатка, это кастет, оружие бандитов. Новая продукция МАЗа, Минского автозавода, называется «Коробочка» для перевозки арестованных. И зачем, наконец, постоянно протестующих снимали вот эти три богатыря с секретного телевидения? Запугивали, что ли? Для тех, кто все же рискнет выйти на улицы и попытается дестабилизировать обстановку, их действия будут квалифицироваться как терроризм. А это статья 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Часть 3 от 8 до 25, либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. Вот так. Будешь протестовать, лишишься свободы или даже жизни. Это заявление председатель КГБ сделал еще накануне дня выборов. Но потом пришла весна, выборы остались далеко позади, председатель расслабился и проговорился. Произошло это на закрытой территории, во время праздника, когда белорусские чекисты получали в подарок еще одного, второго Дзержинского. Первый, вы помните, стоит напротив здания КГБ. Вот тогда-то на празднике председатель и слил информацию. Послушайте внимательно. Пограничные войска, Комитет государственной безопасности, Министерство внутренних дел. Самым тесным образом сотрудничаем, решаем общие задачи. И результат вы видите, какой получился на очередных выборах главы государства. Неужели?
Ну вот, приехали. Профессионал расслабился и проговорился. Результат на выборах сделали спецслужбы. Ну ничего, уже подрастает новое поколение чекистов. Они уже готовы прикрыть друг друга, не поведут бровью в трудную минуту, владеют навыками конспирации и ведут агентурную работу среди казаков, недобитых Железным Феликсом. Короче, праздник жизни. По вечерам людей в лагере становилось все больше и больше. И это раздражало. Ведь пока они стояли, победа не могла быть полной. Да и как быть с инаугурацией на этой площади? В общем, командование назначило операцию на 3 часа ночи. Подготовились. Сначала вырубили свет, потом отключили прессу. Представители средств массовой информации. Попрошу вас пройти всех за цепочку сотрудников милиции в целях вашей безопасности. Еще раз прошу вас пройти за цепочку в целях вашей безопасности. Для прессы выделили место метрах в 70 от эпицентра событий. Увидеть что-либо было очень трудно, но все же. Спочатку пустили пеших. Одразу всі хлопці з боку Палацу Республіки усі кинулися туди умацовувати коло. Одразу ж під'їхали ГТ МАЗи, і я тільки поспівала лічити. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Вот подъехали эти самые МАЗы. Вот протестующие сели в круг на землю. А вот их по одному забирают. Это фотокорреспондент сумел таки потихоньку подобраться поближе, а человек в штатском его обнаружил и выталкивает. Вот туда, за линию, там, где все снимают. А вот опять секретные операторы. Этим можно вблизи. Они сумеют снять так, чтобы все выглядело цивилизованно. И все так и выглядит. Вось гэта было каля праспект, а каля Палаца Рэспублікі яны тварылі ўсё, што хацелі. Калі пачалі біць вось хлопцы, што сядзеў побач з маім, яны так сядзелі, так за рукі трымаліся, тады ўвогуле было страшна, бо яны утрох наляцелі і білі яго ў твар у 3 кулака. Кастеты тут вось усё, гэта такія пальчаткі з голымі пальцамі, ну такое. Какие кастеты? Там некие, ці то сталёвые, ну там нечто такое под гэтымі пальчаткамі, нечто такое цвёрдае даволі. Я сама адчула гэта на сабе потым, што там нешта ёсць. И ты получила? Я. Яны вырвалі гэтага хлопца, а потым пачалі біць майго. Я пачала кідацца, канешне, спрабавала яго, цягнула яго ў цэнтр, а мапа цягнуў яго на сябе. Я спрабавала праз яго ўвогуле пералезці, закрыць яго сабой, ну, таму што ўжо проста ўсё ў мяне, абсалютна ўсё адключылася, а вы толькі, вось толькі туды, там, дзе ён, і ўсё. По дорозе до МАЗа атрымала, конечно, добра дубіны. Я, безумоўна, рухнула там недзе на колени, ледь не под гэты самы МАЗ, ён схапіў мяне потым за шкірку, ну што яму 40 килограммов закинуть. И я проехалася по подлозе МАЗа, так добра, так нормально проехала. Вторая коробка полная, нет? Вторая коробка, если полная, то вперед, окей, сюда. Коробочки, автозаки, заполнили быстро. Их увезли.
И на площади началось самое интересное – разбор завалов и наведение конституционного порядка. Победители собирали трофеи. Вот гляньте, любитель музыки, меломан, схватил микшерский пульт и боится выпустить его из рук. Оно и понятно. Тут таких меломанов много, а пульт один. Кстати, дорогой. Вот он и вцепился. Наверное, хочет вернуть владельцу. В ту ночь на площади вообще главное было не растеряться. Видите этого в красной курточке? Ему повезло, нашел синюю. Вот отложил в сторону, пригодится, а остальное в мусор. Продтовары, промтовары, мечта всех бывших советских людей. Вот ищет. О, кажется, что-то нашел. Ага, супчик, нормально. В общем, в ту ночь каждому доставалось соответственно званию, должности и чину. По счастливой случайности так уж совпало, что к президентским выборам в тюрьме на улице Окрестина построили новый корпус. Вместимость тюрьмы резко возросла, и на следующее утро после сноса палаточного городка туда потянулись родители, родственники и друзья арестованных. Было холодно. Представьте себе, стоят вот здесь за стенкой люди, например, да, молодежь, и мерзнет. Это вот я вот, например, вот здесь пришел вот, из тепла, да, вот у меня ноги уже отмерзли, а у них как там? Молодежь уже несколько часов стояла во дворе тюрьмы на морозе, так как нового корпуса явно не хватало. А скажите, это единственное место или еще где-то могут быть люди? Не знаете? Скажите, пожалуйста, а вы приблизительно не знаете, сколько здесь человек? Долго? Нет. Там же люди живые, надо же как-то им помочь. А? Мне предлагают относиться по-человечески, понимаете? Да, они избивали детей. Приехали мы опошні, а нас уже не было куда ставить. Нас поставили каля сцяны на вулиці. Холодно было. Особливо было холодно от того, что, ходить нельзя, рухаться нельзя. Просто стоишь, и все. Ты просто стоишь и глядишь на эту белую стену. Алло, добрый день, это Весна. Мне треба передати інсулін. Зараз покуль самості не приймають, я тут стою. Саушенко Валерия. Поверьте, я не знаю, кто кого задерживал. Знаю, что несколько личностей, меня проинформировали по сводке об этом, как обычно, были задержаны. Но, извините, они сами попросили нас об этом. Вот эти вот задержаны, часть из них, они благодарны нашей милиции, что мы их спокойненько в гостинице разместили, накормили, напоили, и они уже, наверное, все дома. Разве не видно, что собственно, президент со своим народом борется? Каждый день по телевидению мы слышали вранье. И благодарили этих детей, которые там стоят. Они говорят, вы наша надежда последняя. Стойте, ребята, держитесь, мы за вас все. Неделю дети стояли на площади. Вы хоть раз показали, вы сказали, кучка отморозков, да? Вы показываете только провокаторов, к сожалению. А там наши лучшие студенты. Нас явно спутали со съемочной группой белорусского телевидения. А доказать, что мы не оттуда, было все труднее и труднее, потому что людей становилось все больше и больше. Десь праз паўгадзіны я пачула, як наших хлопцаў выводзяць, куды іх вязуць таксама, ну яшчэ просто невядома нічога. Вось гэтай невядомасці было, в прынцыпе, страшна, потому что Бог ведае, што яны зробяць. Тым больш, калі ПБД кажа, што нас ужо ўсіх выпусцілі, як там высветлілася потым, нас ужо ўсіх выпусцілі.
Вот. Никто из ребят понятия не имел, куда везут их конвоиры. Они были злые, вельми злые. Здоровые мужики. Вот такой ой, з дубіною, і дайте йому ще пістолет, він був ввогуле невідомо, що з нами зробив. Один ввогуле казав, що я б вас не судив, а одразу всіх вивіз в лесополосу і розстріляв. Вокруг Минска много лесов. Это лес в Куропатах. Сюда в конце 30-х годов вывезли десятки тысяч человек. Здесь они и лежат. Это был шок для белорусов, когда в конце 80-х они узнали о трагедии в Куропатах. Ведь не Магадан, не Якутия, не сибирские лагеря, а здесь, рядом, у порога. Это был шок еще и потому, что тогда для многих впервые встал вопрос, а кто нами руководил? Оказывается, власть способна на преступление. На этот счет, правда, существует и другое мнение. То, вот, что я знаю о советских руководителях, начиная от Владимира Ленина, Иосифа Сталина и до где-то символы нашего народа были. И народу не следовало бы своих лидеров так опускать и делать их идиотами. Что, выходит, и мы тогда идиоты? Назвав Ленина и Сталина символами нашего народа, Александр Григорьевич, пожалуй, допустил некоторую неточность. Это были не символы народа, а символы власти. А символом нашего народа как раз таки и были Куропаты. Молодежь поставила там палатки и почти год защищала мемориал от осквернения, когда прямо по общим могилам власть решила проложить дорогу, Минскую кольцевую дорогу, по кольцу, то есть в никуда. Часть ребят арестовали днем, других, тех, кто на ночь оставался дежурить в палатке, попросту подожгли. Кто поджег, неизвестно. Виновных так и не нашли, да и снять это не удалось. И хотя большую часть мемориала удалось спасти, но в Куропатах с тех пор наступили новые времена. Все чаще там стало чувствоваться присутствие новой силы. Обнаружить эту силу спецслужбы не могут. Возможно, даже и не хотят. Она ведь для нашей власти не опасна. Видите, эти художники тоже за Славянский Союз, как говорили раньше, социально близкие. А вот это стоит цепь социально чуждых. Держат в руках портреты известных в Беларуси людей, странным образом исчезнувших из нашей жизни. Вот слева политик Виктор Гончар, справа генерал Захаренко. Предприниматель Анатолий Красовский исчез вместе с Гончаром. Вице-спикер Геннадий Карпенко умер странной смертью. Светлана Завадская с сыном Юрой держит в руках портрет мужа и отца, оператора Димы Завадского. Судьба Димы и других неизвестна. Все они исчезли так же, как исчезали когда-то люди в Куропатах. В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы сказано, что в причастности к этим исчезновениям подозреваются некоторые представители белорусской власти. Так же думают и вот эти люди с портретами в руках. Вот, кстати, оператор ведет оперативную съемку, снимает протестующих. А это один из тех, кого подозревают в причастности к исчезновениям. Полковник Дмитрий Павличенко. Это снято во время парада. Полковник стоит на трибуне со своим сыном. Юра, где твой папа? Я не знаю. А вот эти кадры сняты уже через несколько лет.
Юра Завадский уже вырос. Видите, уже выше мамы. Все та же цепь людей. Все тот же ОМОН. Это мама Димы Завадского, Ольга Григорьевна. И она тоже нарушает общественный порядок. А Светлане Завадской вообще надо было бы знать, что эта площадь в центре Минска предназначена не для горя, а для праздников. Это ж позор. Президент США, такая империя в мире. Он принимает двух наших каких-то женщин, не помню фамилии, скраденных этих. Жен или кого-то. Для чего это делается? Да он глав государств многих не знает, а их принимает чего? В пику Лукашенко. Нет, не удалось президенту США испортить этот праздник жизни. Праздник продолжается. Танцуют все. Танцуют все, а подтанцовывает руководитель белорусского телевидения. То, что не удалось президенту Америки, удалось еще одному кандидату в президенты Белоруссии, Александру Козулину. Вот присмотритесь, в руках он держит газету, в которую что-то завернуто. Там книга. Ее написал бывший полковник МВД Алкаев. В ней автор прямым текстом обвиняет власть в преступной причастности к исчезновению белорусских политиков. Александр Владиславович, я прошу пройти к столу Центральной комиссии за удостоверением. Лидия Ермошина улыбается. Про то, что в газетке, она еще ничего не знает. Я не собирался поднимать этот вопрос, но когда я посмотрел по телевидению, как у нас, превозносят до небес Павлюченко, то я книжечку принес сюда, «Расстрельная команда», которая вышла. Поэтому это касается как раз регистрации, конкретно. Поэтому я требую в соответствии с поправками в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, за дискредитацию Республики Беларусь в соответствии с теми фактами, которые озвучены в этой книге, привлечь к уголовной ответственности либо гражданина Лукашенко, либо гражданина Алкаева, который неверно изложил эти факты. Все, спасибо. Я не благодарю Александра Владиславовича. Благодарить не за что. Пожалуйста, займите свое место. Вы злоупотребили правом и проявили просто отсутствие политической культуры. Я уже не говорю о человеческой. Недопустимо для профессора. Но профессор не сдавался. Читайте. Свободно продается в Москве. Факты здесь изложены очень четко, ясно и понятно. Он требовал разобраться с преступлениями до конца, и вообще слишком много требовал и ко многому призывал. И в конце концов оказался за тюремной решеткой на 5,5 лет. Он и в тюрьме продолжает сражаться. Объявил голодовку. И его дочери объявили голодовку тоже. А тогда Лукашенко всем объяснил, что Козулин оскорбил белорусский народ. На тюремном жаргоне это называется «перевести стрелки». Народ наш не заслужил со стороны претендентов, даже этих отморозков, такого к себе отношения. И мы знаем, что происходит вокруг. Меня часто упрекают. Чего вы позволяете им по телевидению там это говорить? Чего вы молчите? Родные мои, если бы я ему запретил говорить на телевидении, вы бы не знали, что это дебил. Зам главы администрации Наталья Петкевич смеется еще и потому, что уж она-то точно знает. Козулина с книгой Алкаева по белорусскому телевидению не показали. Посмотрите, посмотрите на человека внешне. Ужимки какие-то, навыки пехотинца какого-то. Какая пехота, боже мой. Ну, видел я эту пехоту в разных ситуациях. Научили, не хочу говорить, кто ему эти выступления пишет. Прежде чем он читает эти выступления, мы их читаем. Уже если откровенно говорить. Уотергейт отдыхает. Гоните этого подонка, чтобы ему в пределах Беларуси места не было. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Сразу после выступления президента, это было 2 марта, до выборов оставалось еще больше 2 недель, по проспекту Победителей шла жалкая кучка отморозков. Шли они навстречу с кандидатами в президенты Миленкевичем и Козулиным. Миленкевич пришел вовремя, а Козулин почему-то опаздывал. Особое коварство организаторов этой провокации состояло в том, что враги народа шли не по проезжей части, а по тротуару. Поэтому их и поддерживали водители, проезжавшего мимо несознательного автотранспорта. Законность удалось восстановить ОМОНу под командованием все того же бравого полковника Павличенко. Победители Светланы Завадской перекрыли проспект Победителей. Я доверенное лицо кандидата. Товарищ полковник, пропустите людей для встречи с кандидатом в президенты. Ваши действия противозаконны. Почему оно противозаконно? Вы заняли проезжую часть. И если кому-то померещилось, что проезжую часть все-таки перекрыл ОМОН, то это, конечно же, злостная клевета. ОМОН не перекрывал проспект и не препятствовал встрече кандидатов с избирателями. Просто предвыборные баталии Александр Григорьевич Лукашенко вел так же, как и играл в хоккей. Он один с шайбой, а все остальные должны разбегаться в стороны. Ну, чтобы, не дай бог, шайбу не отобрали. Дошло даже до того, что злые языки утверждают, что в тех, кто к президенту все-таки приблизится, охрана тут же стреляет резиновыми пулями. Врут, конечно, но борьба есть борьба. И поэтому в тот же день президент Лукашенко встречался с избирателями на всебелорусском собрании. Вы фрагмент только что видели по телевизору. И ОМОН не мешал. К сожалению, власти пошли на беспрецедентный шаг, когда они кандидату в президенты запрещают встречаться со своими избирателями. Причем это доказывает, что в нашей стране нет ни правды, ни справедливости, ни свободы. Кстати, выяснилось, почему опоздал кандидат в президенты Козулин. Он попробовал тоже прийти на всебелорусское собрание. Ну, можете посмотреть, да. То есть били по голове по полной программе. Да. Но вы-то уже знаете, что профессор ошибается. Программа оказалась гораздо более полной. Но меня набросили человек, наверное, 8 или 10, причем сзади. И стали бить ногами. Очевидно, что этот приказ избить и унизить ему, когда столько Лукашенко. Конечно, он привык, когда с численным превосходством из-под тяжка сзади. Вот это Лукашенко. В этом его суть и его натура. А когда вас везли неизвестно куда, ты боялась или нет? Я боялась только одного. Невідомо, куди я неделю воюю. Вот я про это думала. Про все остальное я не думала. Бояться действительно было незачем. Их просто везли в суд, в еще одну независимую ветвь власти. Надо сказать, что в трудолюбии белорусские судьи не уступают белорусскому ОМОНу. Нас в этом суде было больше за 100 человек. Нас осудили за хатіння. Ну, прикладно так. Там несколько кабинетов, несколько судей, здається, человек 5. Ну, прикладно так их было. Но рассматривали-то дела по одному? По одному, литерально 3 хвилини. Побач свідком був міліціянт. Я його більше не бачу, він мені так само, але він розказує про те, що я там виробляла. Темно. Нам відключили світло, навіть коли б він не хотів мене побачити, він б мене не побачив просто. І він мой свідком, і він свідком виступав. А что на тебя написали? То, что и про всех. Выкрикивала антигосударственные лозунги «Живе Беларусь, долой Лукашенко». Не знаю, кто сегодня может снять здание белорусского суда изнутри. Возможно, белорусское телевидение, если его руководитель будет танцевать в правильную сторону. Возможно, российское ФСБ, если договориться с белорусским КГБ. Не знаю, кто сможет снять белорусский суд, но знаю точно, не мы. Просто с этими кадрами нам повезло.
этот суд еще не достроен, и охрана за нами не уследила. Кстати, в этом здании был республиканский белорусский лицей. Все предметы в нем преподавали по-белорусски, что было само собой уже подозрительно. Не говоря о том, что в этих коридорах частенько звучал самый страшный антигосударственный лозунг «Живе Беларусь!». Поэтому власти лицей и ликвидировали, а в их здании сделали суд, больше, впрочем, похожий на тюрьму, с повышенной вместимостью. Ну, тебя, Даша, сразу после суда отвезли в тюрьму. А Юрка? Где он оказался? Гэта шчаслівая такая выпадковасць у камеры насупраць. Я яго ўбачыла ў суботу, вось мы глядзелі ў шчылінку, там, дзе акенцы для раздачы ежы. Там з аднаго боку вось прыкладна такая шчылінка, і з другого вось такая. Ну, каб асабліва шмат чаго было відаць, не скажаш, ну, але дастаткова, в прынцыпе, каб нешта там такое разлічыць. Вось. І ў суботу я яго ўбачыла, іх выводзілі на дагляд, і вось у суботу я яго бачыла. І вось кожны дзень, так вось, прыкладна я лічыла секунды. Прыкладна 2-3 секунды ў дзень я іх бачыла. Пры гэтым мне яшчэ ўдавалася крычаць там у акенца, што-небудзь, калі яны там суп прыносяць, мне яшчэ ўдавалася галаву туды летнюю ўсю высунуць, каб ён мяне бачыў. Пасля суда перадала з хлопцам з яго камеры запіску, што я ў камеры насупраць, трымайся і ўсё астатняе такое. І ён таксама пачаў глядзець. Ён даведаўся, што я ў камеры насупраць, і ён таксама вылазіў у гэта акенце і прысядаў, ён не такі высокі, ён то прысядаў, то так нагінаўся, то так яшчэ што-небудзь. Калі на прагулку ішоў, там махаў мне, з прагулкі ішоў, махаў мне. Хаця недоўга, я ўсё сапсавала. То есть? Ну, я пачала там крычаць: «Юрка, як справы, Юрка, я тебя кахаю», там и все остальное. Все на этом скончилось. Ничего на этом не кончилось. Когда они ночью выходили из тюрьмы, у ворот на свободе их ждали друзья и любимые. Пройдет время, и Даша, и все они еще поймут, что это только начало. Они поймут, что на этой площади, которую они в счастливые минуты противостояния лжи, цинизму и насилию назвали именем своего любимого героя, и находится этот герой, этот завтрашний Калиновский. И одет он в потертые джинсы, символ нового поколения, поколения свободных людей. Да. Как ты? Мишка. Привет. Они поймут, что поднялись на этой площади, и что это уже навсегда. Слава героям! Слава! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Вот уже много лет подряд президента Лукашенко беспокоят враги. И ничего не помогает. Ни запугивания, ни ссылки, ни аресты, ни даже кое-чего покруче. Взять хотя бы тот вечер, 19 марта, сразу после выборов. Ведь это видели все. Тогда на тех, кто стоял на площади, обрушился мощный снежный заряд. Такой пурги не помнили даже старожилы. Все это время власть внимательно наблюдала, выстоят или не выстоят, разбегутся или не разбегутся. Так вот, выстояли, не разбежались, потому что знали, такая погода не навсегда. Молодь, девчины милые, хлопцы можные. Мы у своем городе, мы на своей земле, мы на нашей площади. Мы будем змагаться за свободу. Во все времена, во все эпохи люди мечтали о свободе и обретали ее, но только после того, как боролись и побеждали. Не загаснут зорки в небе, поки небо будет. Не загине край забраны, поки будут люди.
Ночка темная на свете вечно не панує. Зерні кинутає в ниву, сходить ди красує. Зерні кинутає в ниву, сходить ди красує. Наша зерня, наши думки не загинуть в лету. Блиснуть краской не поблеклой вечных огней цветов. С добрых думок, что мы кинем на своим дерване. Будем внукам нашим жнива, доля панования. Будем внукам нашим жнива. Да, чуть не забыл сказать. Александр Григорьевич таки выполнил свое обещание. В стране издали новые учебники. Вот один, видите? В нем даже есть портрет просветителя Франциска Скорыны. Ну, копия Лукашенко. Белорусскою рукою светлой правды сила. Славу лепшую напишем батьковщине милой. Зацвіте наш край, як сонця, пасля неба.